бы хотелось, перед тем, как вы значит, начнете говорить, сделать несколько объявлений. Первое, значит, у нас есть группа, которая называется «Клуб развития территорий». В ней почти 8 тысяч человек. Основная аудитория – это большие города, которые хотят уехать. То есть это жители больших городов, но там есть и люди из разных регионов, из небольших мест. Есть небольшая, но все-таки уже какая-то часть людей из республики Коми. И я очень вас всех приглашаю сегодня прийти, вступить в эту группу, значит, позвать туда каких-то ваших активных людей из ТОСов, из своих районов. И дальше рассказать о себе. Давайте устроим такой информационный поток из республики, что у вас на самом деле много чего есть. А про республику в нашей группе нет ничего почти, да, за редким исключением. Вот. И второе объявление, ну, просьба, если вы постучитесь ко мне в друзья, значит, поднимите руки, у кого есть своя страница ВКонтакте. Не у всех. Не у всех. У некоторых нет. У нас есть аналог этой же странички в Фейсбуке, но она ведется намного хуже. Я просто не очень люблю Фейсбук, он такой западный какой-то, американский. Да? Вот. И, ну да, там основная интеллектуальная аудитория, она в Фейсбуке скорее. Да? Если можно было бы найти какое-то количество людей, которые бы регулярно о республике бы рассказывали, то есть чтобы были такими типа ответственными за республику. Значит, если мы дальше думаем о проекте в Республике Коми, это очень важно. Еще раз, может быть, найти ее здесь. Клуб развития территорий. Значит, клуб развития территорий. Там, к сожалению, несколько есть групп с похожим названием. То есть какие-то люди создавали дубли. Да, то есть они вот просто такая 3 круга пересекающихся. 3 круга пересекающихся. Там, значит, город, деревня, я не помню, что это, природа третья, да? То есть вот такие три пересекающихся круга в качестве символа. Олимпиада либо недоделанная ауди. Мы там несем треугольники, квадратик, Вот да. это, вот. Покажи, да? Значит, вот это, видите, природа, промышленность и город. Вот вы видите, позавчера было 7800 с чем-то, да? Сегодня 7915. Завтра 10 будет. Я надеюсь, что 100 человек за ближайшее время из республики сюда включатся и будет какой-то регулярный, которые время от времени сами что-то выкладывают. Вот мне бы очень хотелось, чтобы было бы там несколько человек, которых мы сделаем редакторами, которые бы рассказывали о том, что интересного, такого крутого есть в Коми. Но я бы очень просил, сейчас просто настойчиво, я сегодня, если получится, но в крайнем случае послезавтра, если я сегодня не успею, пока я еду в поезд, напишу про семинар в Сыктывкаре, потому что у меня очень приятное впечатление. Я не знаю, как у вас, я сейчас поделюсь. Вот, но я на самом деле очень счастлив, что я сюда попал, и что можно было сегодня поделиться, потому что я увидел людей, которые слышат, ну, мало того, что слышат, я увидел руководителей, ну, не слабого уровня, которые говорят ровно то, о чем мы говорим. Да? То есть эти же идеи уже сами несут и делают. Вот. И я уверен, что если регулярно рассказывать, то можно со всей страны получить обратную связь и каких-то партнеров, и каких-то потенциальных переселенцев, еще что-то. Самое главное, надо создать волну, надо создать ощущение, что вот Коми, что-то такое идет, это интересно, это вот смотрите, как круто, да, вот. И мы не знаем, откуда появляется. Вот я не написал, я меньше месяца назад был в деревне под Ярославлем. Один человек туда переехал из Москвы, сейчас там переехало 370 человек. Ну понятно, что Ярославль и Коми это все-таки очень разные дела.
Какая тенденция? Ну как, там 200 километров, 200 с лишним километров от Москвы на машине можно доезжать. Да? Ну, у нас радиус 40-50 километров от Сыктывкара, в общем, позволяет там от Ива. Переезжать, от нет, я Ива, говорю о Панки, да, переезжать тоже такие. переезде из, кто к ним переехал? А начиная от Владивостока до Калининграда, из Швейцарии переехали, откуда-то из Швеции переехали. Сейчас к моим друзьям под Псковом переезжают 2 семьи из Швеции. Причем это очень профессиональные люди, которые делают исторические лодки. Такие, они там на этом зарабатывают круто. То есть, вот какой-то такой проект надо придумать. Вот коми-эпос, какая-то колоритная история, какая-то крутизна, да? И вот тут раскручивать, и вы получите, я думаю, по крайней мере, каждая переехавшая крутая семья – это новая волна. Да? Вот у этого Владимира Сергеевича появилось 10 человек, потом еще, и сейчас 370 человек уже. Знаете, что это такое? Почему? Он создал православную школу. Он сам писатель, он дружил с Солженицыным, он был редактором отдела публицистики журнала «Москва», он там дружил с Абрамовым, он дружил там еще с кем-то, и вот он переехал в деревню, и к нему кто-то ездил, и он построил храм, собрал людей, они построили храм, и дальше у них очень хорошая, качественная, образовательная такая программа, там кадетский класс, еще что-то. И куча предпринимателей, которые православные люди, которые хотят, чтобы их дети не видели город, уехали к нему туда. Вот такая история. И последнее объявление. У меня есть некоторое количество книг, тем, кому это интересно, могут подойти. Хорошо? Значит, все, я заканчиваю. Сейчас. Вот, пошли слушать. Именно красным это первый этап у нас обсуждения был. В чем он заключался? В том, что в принципе для того, чтобы начинать развитие какой-то территории, необходимо, чтобы выявился какой-то определенный лидер. Вот. И при этом, кстати, в процессе обсуждения пришли к выводу, что лидер этот не обязательно должен быть именно главой администрации, либо главой поселкового совета, потому что он там входит в структуру, там, неважно, там, исполнительной власти или еще где-то. Вот. То есть, соответственно, это лидер неважно, главное, чтобы он был. Вот. Соответственно, у этого лидера, предположим, есть определенная там какая-то там несколько перечень каких-то идей. Не обязательно должна доминировать идея этого лидера или вот идея его команды, потому что эти идеи, должны отбираться через, эта система взаимосвязанная. То есть здесь точно так же должна действовать совместно община, которая будет заниматься реализацией какого-то проекта, которая проживает на какой-то определенной территории. То есть, соответственно, этот лидер вместе со своей командой, опираясь на поддержку общины, отбирает какую-то идею. То есть возникает какая-то идея, которая потом реализуется в проект, который потом, соответственно, будет реализован в общине, общиной на какой-то определенной территории. После чего мы выделили черным, что должно дополнительно влиять на успешность проекта. В первую очередь, это, конечно, должна быть заинтересованность региона в развитии местных малых территорий. Без вот этой заинтересованности именно в первую очередь региона, в общем-то, многие идеи, они останутся там на уровне, скажем, там, региона, там, неважно, То есть это тоже ключевой фактор, который должен быть в наличии. Соответственно, следующее у нас, в общем-то, было дальше, отсечено такое понятие, как, например, вот эта территория, вот здесь, скажем так, лидер, его команда, поселение, что влияет на развитие, в общем-то, проекта. Это, часть исполнительной власти, часть не все руководства, но, скажем, часть тех людей, которые работают в органах исполнительной власти, которые реально понимают, что это необходимо делать, независимо от того, что там есть поддержка губернатора, нет поддержки губернатора, я занимаюсь там отчетами, не занимаюсь, есть деньги. То есть есть люди, которые работают в структуре исполнительной власти, не безразличны к развитию территории. Это депутаты, например, госсовета, потому что депутаты местного совета, они в принципе по определению предполагается, что должны быть заинтересованы в развитии территории. Депутаты госсовета, скажем так, на уровне региона, либо с выходом на уровень федерации, могут какой-то проект поддержать, это важно. Написали, то, о чем мы тут неоднократно говорили, мы назвали это одним словом земляки, в скобках взяли бывшие. Почему? Потому что земляки, которые живут с тобой рядом, это члены общины. Бывшие это те, которые выехали, это тот ресурс, который может работать. Есть какие-то дополнительные ресурсы, которые мы, конечно, не учитывали, это там общественные
ситуации и так далее, но это слишком сложно, поэтому здесь нет разделения. Вот эта модель, которая в принципе может заработать, идеи проекта, тут вопрос как бы уже смотреть на местах. Как-то так. Аплодируем. Начинается с того, что есть лидер, это кто-то в районе, да? Ну, лидер команды определенной территории. Но Дальше есть набор идей. Да? Мы почему это все завязали в единый круг? Почему? Потому что эта система взаимосвязана. То есть этот же лидер, и при этом стрелки у нас идут как бы, ну вот, они взаимосвязаны. Почему? Этот лидер, эта команда, она не может как бы сформироваться вне общины, вне территории, и соответственно это взаимозависимые системы. Но вот, а уже в центре как раз уже возникает как бы технология какая? Как идея, которая была взята за основу, она должна быть реализована в какой-то проект. Да? Ну, проект это не просто проект, да, бумажку написали, там план графики, какие-то ресурсы и так далее, и так далее, и так далее. Это все должно быть уже формализовано. Ну и соответственно, как бы, вот уже реализация этого проекта и работает уже как бы в районе, либо в поселении, либо в дачном поселке, либо там, не знаю, там, даже на уровне микрорайона в городе. Спасибо. Давайте поаплодируем. Хорошо. Давайте вторая группа. Все можно, да. Значит, у нас все проще, мы уже все закрепили, все поняли на этом семинаре. Мы создали общину и предлагаем ряд мероприятий, которые можно здесь у нас найти на территории Республики Коми. Значит, это первое, сбор чая, соответственно, любых трав, которые потом могут пригодиться либо в меде, либо для самого чая. Коми-выпечка, мастер-классы, именно чтобы люди попробовали руками, как это все делается. Соответственно, уход за домашними животными, то есть все входит сюда. Участие в коми-обрядах, свадьба и прочие коми-мероприятия. Далее, так как это у нас огромная республика, сюда грибы, ягоды, сушка, и можно изготовить, ну, открыть мини-завод по переработке этого сырья. Следующее мероприятие – это изготовление коми-сувениров, потому что они пользуются, у нас открыт стадион великий, в ИВУ, это на самом деле пользуются. Далее, что там идет? Оленина, баранина и рыба, потому что у нас тоже очень огромный коми-край, сюда это можно везти, вялить и также продавать даже между районами. Мы тут поспорили, что кто-то может предоставлять нам сырье, а мы можем уже готовую продукцию. Завод, ну это уже когда мы вообще разбогатеем, ставим такими крупными, можно изготовить кирпич. Вот завод по изготовлению кирпича. Что там шлакоблок? Дальше срубы, бани, дома, это безусловно, это в любой ситуации. И вот совсем в последнюю минуту, пока тут выступали докладчики, у меня просто в руках оказалась ручка, на которой написано, все, в принципе, потому что закрыть, спасибо, написано «Красногорская швейная фабрика». У меня муж полгода был там, по-моему, в командировке и привез мне в подарок эту ручку. Я так думаю, что у нас швейная промышленность в республике тоже маловато. Очень много в зимние мероприятия проходят вот для спортсменов, всякие такие вот мероприятия, где можно вышивать вот эти вот коми-орнаменты и продавать здесь. Здорово. Давайте аплодируем. Причем другая концепция. Троечники. Идем дальше. Третья группа. Следующая группа. Вы же хотели сами более общее такое представление, потому что я, например, вообще городская. И я не знаю, как в какой деревне или там в обществе, или в поселении, что будет. Но мы сначала, как бы, да, активисты какие-то должны быть, которые составляют рабочую группу. Естественно, какой-то лидер, который вокруг себя какую-то команду соберет. Это будет рабочая группа, которая начнет работать. Они определяют желаемое, да, вот вместе со всеми, там, что, какие у них ресурсы есть в этом поселении, что, как они видят, что из этого должно получиться. Вот. Ну, создается вот община, соответственно, либо сразу там кооператив какой-то, либо еще что-то, но это, скорее всего, уже вот юридическое облачение после бизнес-плана какого-то определенного, то есть когда мы уже понимаем, что мы хотим делать. Дальше, естественно, предприниматели района, они тоже сюда привлекаются, которые даже, может быть, к активистам и к лидерам присоединяются, и которые помогают в том числе делать и анализ рынка, и сбыта, и всего прочего. Вот. И, естественно, они помогают и создавать какой-то фонд на старт, чтобы начать делать, потому что надо, естественно, собрать деньги, и потом, которые куда-то вложить, потому что как вот пули купить, там, или еще что-то купить.
чтобы потом привести и установить. Ну и определяем, естественно, отрасли, которые здесь будут развиваться, ну, это как от желаемого идет, да. Потом, ну, как-то работаем с экспертами, я не знаю, может быть, приезжаем в город и там в школу предпринимательства, например, которая есть у нас в городе, или там бизнес-инкубатор, или просто в администрации, и работаем со специалистами, чтобы они посмотрели, как это будет работать, или не упустили мы ли там чего-то, там какие-то нюансы очень важные, которые нас в убытки посадят, там, или еще как-то. Ну и административную поддержку тоже заручаемся ею, чтобы нам администрации помогали, потому что хотя бы даже социальными вот этими связями и так далее. Хотя бы не мешали. Вот так. В общем, вот так. Семинара. Мы говорим, что в районе много населенных пунктов, там много сел и поселков, вот, там более 50, поэтому мы определяем, вот, начинаем организовывать с уровня администрации района, чтобы одновременно система вот начала работать и дошло вот до каждой территории. Поэтому, как первое, создается организационная группа в районной администрации и в сельских поселениях. Есть 18 сельских поселений, у которых есть там по 3-4 деревни, поселка, села. То есть вот сразу организуется инициативная группа, это те, кто, это могут быть в первую очередь специалисты администрации во главе, и дальше собираются те, кто занимается бизнесом, кто занимался когда-то, кто что-то хочет сделать вот на территории. То есть инициативные люди, которые могли бы что-то организовать. Вот в всех так, поселениях так, проводятся организационные собрания по созданию общины. То есть, в принципе, людей необходимо собрать, и общину все-таки ее надо официально определить. Это уже статус, за который там все голосуют, и предпринимает какую-то уже этим голосованием ответственность. Община у нас создана. Есть руководство общины, есть там группа, которая вот ее возглавляет. Для чего? Чтобы уже был статус так понятен. Значит, на этом же собрании можно уже начать обсуждение как проблем территории и, возможно, так уже отбор каких-то мыслей на этом же собрании. Значит, в каждом эти группы от общин, организационные группы, значит, и инициатив от жителей. Все-таки пусть выскажутся, кто-то скажет неинтересно, а кто-то что-то может быть предложит, потому что у нас желание всех учитывать. Определение потенциала территории, что у кого есть. У кого-то много земли пустует, у кого-то есть техника, которая не работает, у кого-то, кто-то раньше очень сильно занимался там, переработкой ягод, грибов, кто-то рыбу ловит, и есть свои озера, есть свои значит, угодья лесные, где сам не может это все освоить. Потенциал определен. И все-таки вернуться к теме выявить тех успешных людей, которые уехали с территории, или там остались у кого-то родители, только имеют какие-то корни, которые добились успеха в бизнесе, в первую очередь, конечно, в бизнесе. И увязать так, проблемы территории, это продолжение жителей и с их так, возможностей, возможно, кто-то и зацепится по своим интересам и привлечь в плане и патриотизма, вот, вернуться на свою территорию и, возможно, так, помочь ее развить. Ну да, значит, вот, объединил предпринимателей, собрал предложения, организовал структуру, все-таки выйти на составление так, плану, так, примерных так, плану по конкретной территории. Вот, наметки планы, по которым, конечно, вот, начинать работать, пытаться вот, реализовать то, что необходимо для данной территории. Ну, мы говорим, что все-таки вот, развитие должно быть, не может быть, чтобы был такой труд, чтобы был потрачен впустую, все равно это появится вот, на территории дополнительные деньги. Мы понимаем, что вот сбор потенциала это то же самое. Сколько собирается зарплаты на территории, что можно там собрать с земли, с леса, там, с предпринимателей, кто руками умеет, что делать, кто раньше делал, это все, конечно, и из дерева, и из народных, из леса. Вот, в принципе, определить, что бы надо было бы, допустим, для школы,
для садика, вот, допустим, там, вот каждый магазин должен быть обустроен ну, по-современному. А это все руки человека, это дерево, это там, допустим, те же цветники, те же скамейки, освещение, благоустройство, дорожки по тротуару, это делают на месте. Кто это может делать? Школа заказывает, садик заказывает, есть община, которая отвечает за садик, за школу, за магазин, за зону отдыха, за рекреацию, за спортивную детскую площадку. И все это делают местные. Но вариант, они определяют, за какие средства можно подключить кого-то. Или это та же вот начало, допустим, какой-то там благотворительности от бывших, да? Но дальше, чтобы это переросло уже в экономику. И вот какое-то село, какой-то поселок так себя так проявит в изготовлении цветников, скамеек, значит, оформления фасадов, и это уже будет являться бизнесом вот этой общины, которая будет продавать остальным вот, населенным пунктам, тем же школам, ну, которые находятся клубом на других территориях в своем районе хотя бы. А это уже доходы и в целом общины, и у кого-то появится это, может быть, как личный бизнес. Ну, вот такой примерный сценарий, план, ход, как можно конкретно уже все реализовать. Спасибо. Так, Копировский район. Значит, как я понимаю, это все недалеко от Китая, это юг. Это все, да, это южная часть республики. Это радиус 180 километров от Кыткара. Нет, подождите, ну общий я не как территорию говорю. Вы как бы Усть-Куломский. Как? Усть-Куломский. Усть-Куломский. То есть вы оттуда, да? Да. А глава вот сидел... Это глава района, да? Это район. Отлично, у вас такой молодец был. Это Усть-Куломский, да? Да. Значит, ну как минимум у нас там 4-5 районов. Ижимский у нас, вот я с Ижимского района. Нет, на самом деле можно сказать, что были главы тут из Сысольского района, который тоже очень активно сейчас обсуждал. Глава Усть-Уимского района был. Давайте запишем. Нет, Сысольский, Усть-Уимский, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, у нас есть списки всех участников контактов? Да, Все есть? Да, все. Хорошо. Извините, что мы следующему докладчику тут помешали. Пожалуйста. Можем начать, да? Да. Давайте, Лена, да. На самом деле здесь плакат у нас небольшой. Да. Вот. Потому что, ну, как бы сказать, есть формальная часть, да, формальная. Мы уперлись за 70 лет, что формально ничего не работает. Нужна, самое главное, инициатива. То есть нужны не весь процесс описывать сейчас, как будет работать община, потому что это невозможно смотреть в будущее, невозможно. Можно смотреть сегодня или завтра, в неделю, там, 2, пока не забудем эту тему. Вот. Можно смотреть только в одно. Создание, инициатива создания, как будет создаваться община. Вот. Мы нарисовали 5, потому что это красивая, и звездочка это красивые символы, потому что вот, зарождение это наш самый первый пункт, вот как бы каждый должен понять, что родится ребеночек очень слабенький, очень, это община, это не сразу 100 человек подписались, которые, а это 1, 2, 3. Может быть, они будут национально объединены, потому что татары, может быть, это будет узбеки на территории Коми, может быть, это будет настоящий Коми, украинцы там, а может, это будет просто род. То есть объединились, давайте соберемся родственники и выделим, кто у нас это. И у нас есть практика в этом, мы действительно башлялись, что называется, на маленький проект кому-то. Но, как правило, его деньги быстро теряются. Там, вот зарождение, вот отнестись к процессу рождения общины очень внимательно и на этом зациклиться сейчас только на... Мы говорили выделить роды и так далее. Ну, это скинуться на копеечно, на обозначить тему. Потом, безусловно, эти зародыши укрепить маленькими делами внутри. А уж потом, там, может быть, разделять рынок. Там, в смысле. И первое, самое я хотел сказать, что не бойтесь влюбляться, то есть имеется в виду создавать. Потому что не надо смотреть ни на администрацию, ни на законы, ни на как вы будете делить. Очень важно. Делить
нужно, я вам говорю, я прожил в Казани много, я учился в Казани, там, я знаю, как работают в Казани там, и так далее. Они выделяют лидера не по интеллекту, по возможности говорить открыто, прямо, добросовестно, честно. Ну, вот это лидер. Это не специалист, это не инженер, это не юрист и так далее. Это честный человек. Вот, лидер. И в этой общине будущее. И татары, я знаю это как только. И в Коми у нас, кстати, по-другому все, мы потом еще обозначим. Когда будет создаваться община, все надо делить поровну. Если у кого-то трактор есть, платите ему за амортизацию трактора, копеечку. Но все должно быть поровну, потому что иначе развалится на завтрашнем купании. Коми и в татар, и в узбеков все валится, как только начинает кого-то выделять. Вот община, она основывается на тех, что признает всех способными, и не брать слабеньких, малоумных, полуумных там, и так далее, активных. Вот они создают общину. А остальное все это работники, это уже, не думайте, что село будет общиной. Нет, там будет вот такая костяк, который будет называться общиной. Остальные их, как узбеки, в общем, работать, что-то сделать, принести, отнести. Вот, как бы наша модель маленькой. Как вас зовут? Фамилия? Владимир. Спасибо. Ну что, мы уже полчаса перебрали. Значит, спасибо огромное докладчикам. Очень разные подходы, да, так разные точки зрения, но, значит, можно еще на минутку, или вы торопитесь, да? Посидите, Уже пожалуйста. полчаса у нас мужчина. Понятно, извините. Значит, готовы? Значит, я-то надеялся, что когда мы обо всем этом говорили, мы говорим о каких-то шагах после семинара вот сейчас. То есть вот что конкретно в республике будет делать. И да, я понимаю, что разработка вот этого плана действий, это будет на организаторах, на ассоциации и, может быть, на вас. Да? То есть вот как-то небольшой группой собраться дистанционно и разработать план действий. Но поднимите руки, кому интересно в этом удаленно дальше или фактически участвовать. Вот самое важное, чтобы сейчас не потерялось, во-первых, все сигналы живут неделю. Через неделю сила сигнала теряется. Чудо держится 3 дня. Ну да, максимум, да, неделю. Значит, первое, давайте мы договоримся о каких-то действиях. Мы можем создать группу ВКонтакте, которая называется, ну типа что там, локальная экономика Коми. Да? Давайте я ее создам. Община Коми. Смотрите, я ее создам, и будет кто-то соорганизатор из Сыктывкара. Дмитрий, можно создать? Дмитрий, отлично. Значит, мы создадим группу, и вы все в нее вступаете, чтобы был коммуникационный центр. Дальше я делаю ссылку на эту группу в нашей большой группе. Да? Дальше мы разрабатываем какой-то план действий вместе с Юрием Викторовичем и с кем-то еще, да, кого ассоциация подключит. И мы про это вас извещаем и вас приглашаем. Да? А вы от ассоциации, да, и от правительства. Да. Значит, а вы тогда, если можно, как-то в этой группе какой-то коми-материал, какие-то интересные истории про себя, про свой район, туда, если можно, значит, приносите, да? Ну, то есть потосов материала очень много. Есть отдельная страница, да. Их можно... Отдельно здесь нового материала очень много. Ну вот, значит, дальше материал из Коми сюда. Берется у нас ассоциация с 2012 года, у нас все складывается. Какой-то системный продукт, и появляется результат определенной деятельности. И то, что на сегодняшний день, я уже сказал, уважаемый Иванович, мы разбудили сегодня население вот этими формами вовлечения граждан в решение всех этих проблем. Сегодня осталось только одно.
еще раз на уровне каждого территории, объединив усилия, четко просто разъяснить, как правильно все это делается. И тогда действительно вот эти вещи происходящие, когда открываешь, и сегодня тоже попросил сказать, если берем наш атлас 2000 года, если вы посмотрите территорию Республики Коми, она до середины 18 века четко была распределена. Вот район, который занимается лодками, вот который кормит, вот который развивает. Все четко здесь было расписано. Прошло столетие, и мы не вынуждены, наконец, хоть осознаем, что нужно возвращаться исконно к тому, что держит сегодня республику, что держит и привлекает республику жителей. Это то, что нужно выращивать, то, что есть на своей земле, то, что характерно для данного населенного пункта, для его развития. И, естественно, привлекать то, что сегодня у нас есть города, имеющие большущий потенциал. Это наши учебные заведения, которые как Ухтинский государственный университет, когда есть предпринимательское сообщество Сыктывкара и Воркуты, и ИНТ, и других. Вот когда вот это все работает в определенной системе, и у каждого четко определен уровень ответственности за все это дело, кто бы не сбежал и не спрыгнул, то результат он будет. Главное, не мешать друг другу делать общее дело. Поэтому искренне благодарен, что к нам приехали и с большой надеждой на то, чтобы хотелось продолжить именно конкретно, без каких-либо слов. Действительно, хотелось на базе первых 8 муниципальных образований продолжить. Огромное вам спасибо. Коллеги, тоже всем спасибо. Коллеги, и у меня просьба общее... Вот что сейчас делаем общее фото. Общее фото сделаем. Быстро, если можно, я понимаю, что времени мало, все уже торопятся, да? Ну, Глеб Владимирович, спасибо, что на самом деле вы приехали. Вот там в течение 4 месяцев все вот это получилось, и такие как есть. Мне было интересно, но то, что вот вы рассказали, я ролики смотрел, но нового материала тоже очень много. Но я готов дальше также с вами общаться. Спасибо. Спасибо. Кто-то дальше? Давайте я. Глеб Владимирович, большое спасибо. Да, мне на самом деле материал очень понравился, и у меня на протяжении всего семинара был вопрос такой, что, может быть, мы как-то будем дальше контактировать через школу предпринимательства. А вас как зовут? Туркова Лариса Владимировна, начальник управления экономики администрации Сыктывкара. Спасибо вам огромное. У нас есть школа предпринимательства. Конечно, городе, конечно. И, может быть, какие-то лекции, там, я не знаю, даже, может быть, и платные вот, в школе, там, ну, как-то, или, может быть, совместные какие-то проекты. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще давайте поактивнее. Андреевская Ирина Александровна, глава сельского поселения Вольдина. А какой район? Куломский. У вас своя тут сидит группа, да? Своя община. Формат мероприятия очень интересен, жив, поэтому я думаю, что все, может быть, даже не на неделю, а там на 2 недели должно остаться. Вот хотелось бы, конечно, продлить данный диалог, но вообще тема ТОСов очень близка к этой теме. И в Архангельской области это уже была, поэтому я вас наслышана и, услышав вашу фамилию, прям прилетела, даже если бы сломался мой соболь. Большое спасибо. Действительно было интересно и есть чему дальше. Значит, дальше работать. Закончи тогда. Да почему закончим? Еще, может, кто-то будет. Еще кто-то будет, да? Василий Стригал. Стрекалов. Хотел эту фразу такую сказать. Случается нередко нам, и труд и мудрость их там, не стоит только догадаться, а за дело просто взяться. Иван Андреевич Крылов. Хорошо. Управлению помогает нам. Высокую оценку. Глеб Владимирович, спасибо большое. Мне как теоретику интересно. Я знаю, что вы патриот России, потому что, занимаясь вопросами местного самоуправления, ваши труды тоже отслеживаю. И идеи, которые вы высказываете, они действительно сейчас начинают воплощаться. Я думаю, что мы все с вами теперь понимаем, начали это понимать и все. Сами себя не полюбят, другие тем более нас любить будут. Поэтому нужно сделать все, чтобы вот те идеи, те мысли, которые уже прокручены, их просто взяться и реализовать. Спасибо. У меня сложилось впечатление, что главным итогом этого семинара послужило то изменение на 180 градусов вектора нашего сознания. Отдайте, спасите, караул,
вектор себе вовнутрь. Сделай сам. Если не я, то кто? Вот это, мне кажется, главное. Спасибо. Коллеги, еще есть? Можно мне тогда два слова сказать? Просто вы устали, я понимаю, но просто предыстория такова, что Глеб Владимировича мы очень долго вели переговоры, так вот человек занят очень, наконец-то мы его привезли сюда, наконец-то вот формат, мы хотели вот именно такой вот формат. Потому что, к сожалению, Глеб Владимирович там по республике есть, но бывал немного формат немножко официальный, немножко такой полуофициальный такой. А тут вот тот формат, который, да, вы посмотрите, мы на одном дыхании отработали, 4 часа фактически, 5-й час идет. И я просто, что хочу, в свою очередь, сделать предложение, вот с Виктором Анатольевичем мы в перерыве пообсуждали, наверное, предложение, Глеб Владимирович, у нас вот есть там 8 близлежащих районов, которые можно автомобильным транспортом там добраться, муниципальных районов. И, в общем, расписать какой-то график и поработать, чтобы мы поработали буквально в районах, на местах поработали, вот в таком формате, с